Заявленная как пресс-конференция Тимура Надарая, встреча с журналистами Варсмира перетекла в своего рода актив района с подведением итогов работы за 9 месяцев. По словам Надарая, в Сухум приехала команда тех, кто проводит работы в Галском районе. Это и главы администрации сел, и начальники управления администрации района. Тимур Надарая начал свое выступление с позитивных цифр. За 9 месяцев нынешнего года в Галском районе не зарегистрировано ни одного случая похищения людей, тогда как в 2015-м их было 2. А из 2 терактов, совершенных грузинскими террористическими группами, оба раскрыты. Галский район – один из самых спокойных и стабильных районов Абхазии, резюмировал Тимур Надарая, завершая тему безопасности в районе. Затем он подробно рассказал о работах, проведенных в районе при российской финансовой помощи. Окончен капитальный ремонт автодороги Хиац-Хапчара протяженностью 32 километра. Это большой проект. Там капитальный ремонт покрытия асфальта шириной 6 метров на сумму 153 миллиона рублей, что позволило фактически ранее плохо контролируемую нижнюю зону сегодня всем социальным службам, а также правоохранительным органам добираться в кратчайшие сроки. Мы проводим реабилитацию скважин, потому что в городе Гал очень плохая ситуация с водоснабжением. На этот проект потрачено 8,5 миллионов рублей, прокладка водопровода на сумму 32 миллиона рублей, предоплата в сумме 9 миллионов подрядчикам получена и работа ведется. По подвалам домов у нас 24 многоквартирных дома в городе. В 6 домах были убраны подвалы. Планируется еще 15 домов, и это планируется в 2017 году продолжить там работу. За счет местного бюджета отремонтированы 100 километров проселочных дорог, правда без укладки асфальта. Также 2 миллиона рублей выделено на оснащение галского телевидения. Планируется выход в эфир в апреле 2017 года. Сельхозуправление района инициировало посев кукурузы на площади в 100 гектаров. Мы ожидаем там неплохой урожай, до 300 тонн зерна. Так что если наши граждане, жители Абхазии, кто нуждается в кукурузе, мы хотим его продать побыстрее, можете обращаться к нам. Мы обеспечим, имеем возможность такое количество тонн предложить на продаже, и цена тоже у нас не очень дорогая, это 20 рублей, планируется 19-20 рублей. Дальше мы за счет того, что был создан МУП «Гал-Агропромстройсервис», за счет заказов этого муниципального предприятия, 100% учредителем которого является администрация Гальского района, купили в этом году автобус за 18 тысяч евро, как мы обещали жителям Гальского района, который будет курсировать по городу и по вот этой новой дороге до села Пчара, для того, чтобы после закрытия постов, как планировало правительство, мы из 2 контрольно-пропускных пунктов, вы знаете, в этом году 2 были уже закрыты, еще планируется закрытие 2 постов. Но для того, чтобы людям было ездить до КПП Ингур комфортно, мы не только для них дорогу сделали, но еще приобрели автобус, который будет ездить не только в рыночные дни, но и ежедневно. Тимур Надарай обратился к депутатам Народного собрания с предложением рассмотреть на заседании вопрос о внесении изменений в закон о статусе иностранных граждан в части, касающейся выдачи вида на жительство. По его мнению, если человек с октября 1999 года постоянно проживает в Галском районе, ему следует дать вид на жительство. А на сегодняшний день только у 340 человек есть подтвержденное гражданство Абхазии. Я очень прошу, и все мои коллеги меня поддержат, что это мы не говорим о гражданстве Абхазии, это говорим о виде на жительство людям, которые они заявили о том, что являются жителями, то есть гражданами иностранного государства. Они живут у нас. Мы даем им вид на жительство. Они могут с этим жительством прожить всю жизнь, потому что они являются гражданами иностранного государства, пока они не отказываются от гражданства иностранного государства. Боязнь некоторых, что это открывает сразу дорогу к получению абхазского гражданства, считаю неправильным. При этом Надарай озвучил данные опроса, которые наглядно демонстрируют, что 96% населения района являются гражданами Грузии.
Этим же и вызвано, что надбавка в 1000 рублей к абхазской пенсии выплачена всего 1700 пенсионерам. Начальник налогового управления Роберт Джиба рассказал о собираемости налогов в районе. По Галскому району собирается 6 видов налогов налоговым органам. По итогам 9 месяцев общий объем поступления налоговых платежей в бюджет составило 34 миллиона 441 тысяч 800 рублей, при плане 31 миллиона 650 тысяч 100 рублей. Перевыполнение плана составило 2 миллиона 794 тысячи 700 рублей. Процентное отношение 109%, а динамика роста аналогичным периодом прошлого года составила 147%. На встрече Варсмира были презентованы герб Гала и официальный сайт администрации Галского района. Также на пресс-конференции объявили, что ежегодно 19 июня будет отмечаться День города Гал. Амрай Миджбаста Мургошба, Абхазское телевидение.